Новые возможности и новое качество системы образования Ингушетии – основная тема республиканских дискуссионных площадок в этом году. В августовской конференции участие принимает практически вся педагогическая общественность региона, представители Минобра, педагоги, управленческие кадры образовательных учреждений Ингушетии. И я думаю, что эта работа на дискуссионных площадках будет полезна для всех педагогов республики, которые в ней принимают участие, и которые в дальнейшем смогут донести эту информацию до своих педагогов в своих образовательных учреждениях, то есть школах. Открывает совещание министр просвещения России. В своем видеообращении Сергей Кравцов поблагодарил всех педагогов за их нелегкий самоотверженный труд в период пандемии, когда на практике впервые пришлось применить форматы дистанционного обучения. Выбора тогда не было, да и времени тоже. Все технические моменты приходилось налаживать ускоренно в ходе работы. Несмотря на сложную эпид-ситуацию, они, как и прежде, готовы просвещать подрастающее поколение. Однако же дети получили очень высокие баллы, все дети получили аттестаты. И он, несмотря вот на это дистанционное обучение, он отметил нашу плодотворную работу, что учителя Российской Федерации работают очень хорошо. Вот это вот самое главное, что он нас поблагодарил, вот это мне понравилось. Также министр просвещения подчеркнул важность создания равных образовательных возможностей для всех учащихся, доступ к проверенным учебным материалам. Особый акцент Кравцов сделал и на горячее питание. Напомнил о необходимости при составлении меню опираться на мнение родителей. Развеял и слухи о переходе на дистанционку. Заявил: мы никогда не допустим, чтобы дистанционный формат заменил живой диалог учителя с учениками. Главным приоритетом на сегодня Сергей Кравцов назвал открытый диалог со всеми участниками образовательного процесса. С этим согласны и большинство из присутствующих здесь педагогов. Семья, ребенок и школа должно быть единстве жить. Вот это, я считаю, оно не то, что проблемно, ее надо больше вот это должно быть. Качественная вот эта работа должна быть. На ваш взгляд, что необходимо для этого? На мой взгляд, наверное, больше, кажется, это больше, наверное, проводить общественные какие-нибудь мероприятия, чтобы привлекать больше родителей, видеть результаты детей каждый год, какие они результаты показывают, что ребенку необходимо для того, чтобы он правильно выбрал свою профессию. Сегодня задают тренды. Тема внедрения новых тенденций в процесс образования – одна из центральных. Всего на августовской конференции организовано 15 дискуссионных площадок. Работу проводят методисты с большим опытом. Из года в год педагоги убеждаются, что эта площадка – отличная возможность открыто говорить о проблемах, делиться опытом друг с другом. Тема моего доклада – современные уроки по ПГОС, методика и технологии математического образования. Значит, так как у нас очень много новшеств в математическом образовании, модернизация математического образования, поэтому очень много вопросов у нас. Мы, математики, очень активны, мы очень любим работать, хотим мы работать. В числе гостей и участников, которые тоже готовы сегодня поделиться своим многолетним опытом, новыми программами, преподаватели Московского физико-технического института, доцент кафедры высшей математики, лауреат премии правительства в области образования Анна Габдурафикова выступает с докладом на тему методического сопровождения дополнительного образования. В презентации говорится о кружковой работе, мотивационном блоке, цифровизации процесса, поиске и поддержании юных талантов. Много сейчас контента сделано разного. Как вы знаете, в интернете можно найти много разных лекций, все такое. Но адаптировать этот контент под конкретного ребенка, то есть понять, какой у него бэкграунд, уровень, какой у него опыт, какие у него цели. На самом деле цели у ребенка разные. Кто-то хочет только поступить в институт и там чем-то заниматься, сразу в бизнес уйти. Кто-то хочет стать ученым, заниматься наукой, кто-то еще чего-то. Понять его цели, от этого уже, соответственно, строить траекторию его образования. В рамках совещания затрагиваются и наиболее актуальные проблемы в регионе. Качество педагогических кадров – одна из них. В сентябре планируется открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов на базе 13-й школы Назрани. Огромное содействие его открытию оказал председатель правительства и министр образования республики.
Центр обеспечит быстрое реагирование на самые актуальные профессиональные запросы нашего педагогического сообщества, педагогических коллективов, отдельных педагогов. Этот центр станет как бы площадкой для того, чтобы педагоги могли решать свои практикоориентированные задачи, могли повышать постоянно свое профессиональное мастерство. Этот центр – новый тренд, и очень хорошо, что он открывается в нашей республике. Участники встречи поблагодарили руководство второй столичной школы за высокую организацию заседания. Отметим, что основные векторы развития образовательной системы определяет национальный проект образования. Он призван повысить качество знаний, поддержать педагогов, улучшить материально-техническое оснащение школ. Благодаря ему в регионе возведено и оснащено большое количество образовательных объектов. Но до Дня знаний остается всего неделя. К встрече учеников, дошколят, студентов готовы и педагоги, и образовательные учреждения. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.